Дорогие друзья, сегодня мы находимся в замечательном месте – цветущий сад-огород. Как смиксовать цветник и полезные культурные растения, которые мы выставляем на стол. Это салаты. Хозяйка этого дивного сада-огорода Олеся Григорьева. Мы у нее в гостях. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся, вы являетесь потомственной огородницей. У вас огородом занималась ваша бабушка, потом мама, сейчас вы. И наверняка вы свое дело будете передавать По своим наследству, деткам, да, да? Роману. Сейчас Роман уже занимается садом-огородом. Ему очень нравится. Вот, в принципе, у нас, да, как династия врачей, у нас династия садоводов. Садоводов, огородников, да. Здорово. Ну и, конечно же, вот такой шикарный результат вот этой работы. Скажите, как вам пришла идея именно скомпоновать и цветник, соединить вместе и цветник, и вот полезные культурные растения, которые мы очень любим. Это салаты различные. Ну, это, в принципе, очень удобно, и особенно если частный дом, выходишь в огород, любуешься и цветочками, нарвешь и укропчика, и петрушки, и салатика, морковки, редиски, все растет. Давайте начнем вот с этой грядки. Здесь у нас это что за вот? Это петуния. Это петуния. Ну вот мы узнали, да. это петуния. Это, конечно, уже выведенное, это не, так сказать, не натуральное, выведенные сорта. Надо ухаживать, надо удобрять вовремя. С какой частотой нужно удобрять петунию, чтобы она была вот такой красавицей? 10 дней, я считаю... Опытным путем вы пришли, Да, что опытным путем, да. 10 дней это 10 самое то. дней, я считаю, что нормально. Не надо переудабривать, потому что если начнете переудабривать, она пойдет вся в листву и будет плохо цвести. То есть все хорошо в меру. Хорошо. А какие удобрения вы используете? Есть очень большой выбор, но я остановилась на... Мне нравится фасовка на ведро. То есть маленький пакетик, вы сразу его в ведре разводите, и очень удобно, и по ковшику буквально под каждый кустик поливаете, очень удобно. Ну, то есть во время полива, я так полагаю, вначале нужно полить растения, да? Да, да, ну, да. а потом Потом подкормить. уже, да, удобрять. Только не переудабривайте, не переусердствуйте, иначе все пойдет в зелень, в листву. То есть вот этих таких шикарных цветочков уже не будет. Да, если, Здесь конечно. это один сорт или, видите, здесь оттенки-то разные. Вот здесь вот такой вот цвет один, Это а здесь такой два алый. корня, да, два корня. да. Вот, я про это. И такая вот, и такая. Ну, в принципе, как В одном сказать? горшке уместились два корня. Вот Да. так вы посадили. Ну, для петунии, для одного корня 5 литров, 5-7 литров, это нормально. Земли. Земли, да. Какая земля должна быть? Земля, цветочный грунт, любой универсальный цветочный грунт. Ну, а если его нет, допустим, можно использовать свою, вот, ну, скажем, с грядки землю, только нужно что там намешать, вот в каких пропорциях? Можно использовать, но будет очень плохо расти, Ой. будет плохо цвести, да. Лучше, конечно, все это, вот эти использовать грунты, которые уже нам приготовили специалисты, которые знают, что нужно растению на первом этапе, в середине, допустим, когда цвести начинает, и уже в зоне увядания, там уже к осени. Земля должна быть составлена специалистами. Да. Для цветов. Вообще, как этот куст формируется, когда вы начинаете его подрезать? Обычно, знаете, вот, ну, жалко. Он же цветет. И ну ладно, но он вылез там один куда-то, другой сюда. И как-то жалко. Но как-то вот очень развейте жалко. сомнения. И для меня это очень проблематично.
обрывать уже цветущие ветви, да. Поэтому каждое утро я прохожу по своему цветнику и каждое утро вот прищипываю таким образом. Вот уже увядающие растения. То есть они То дают есть их надо убирать, чтобы они не использовали вот уже удобрения, да, те же, удобрения, влагу. землю, да, полив. Чаще убираешь уже Отцветшие, да, цветочки. цветочки. Мгм. Тем растение будет пышнее, тем оно будет давать больше цветов и радовать вас. Здесь петуния, обратите внимание, стоит в горшке на краю. Вот вы как-то так поставили, у вас Грядочки. грядки, да? Да, И все грядочки. цветы у вас посажены вокруг грядки именно в горшочке. Эти вот цветы уже сидят в грядке. Это циния, ну, она вытянутая. Конечно, ее лучше бы тоже поприщипывать, вот, ну, буквально вот, просто пообламывать, чтобы она сейчас была это можно попышнее. сделать? Ну, вот буквально вот так вот можно. Ага. Вот видите, это То есть поставить в стаканчик. Четверть растений, Да, да, букетик получается? поставить. Вот их прямо можно вот так вот собирать. Они очень хорошо держат форму, они не осыпаются, как петуния. От них нет мусора. Очень хорошее растение циния, всем рекомендую. В какое время вы его высаживали? Высаживали в горшочки в какие-то маленькие, да? Да, емкости? это надо на рассаду. Сначала семенами на рассаду обязательно. А в какой период примерно? Так, это, ну, февраль-март, наверное. Даже, ну, начало марта точно, потому что у нас очень короткий период, вообще летний период и цветение, чтобы цветочки успели все вырасти, зацвести, порадовать нас. Поэтому обязательно, конечно, мы их садим, рассаду вообще садим намного раньше, чем центральные районы нашей страны. Поэтому вот бархатцы очень себя великолепно чувствуют в грядке. Ну, то есть, да. И всё растёт. бархатцы, ведь они же еще имеют свойство отпугивать каких-то там вредителей, да? Да, они отпугивают, ну, это как бы в народе говорят, да, они отпугивают, но они привлекают, опять-таки привлекают полезных насекомых, да, которые опыляют у нас растения. Вот бархатцы можно посадить в теплице, прямо воткнуть. На каких-то грядках, где у вас сидят культурные растения, да, потому что будут прилетать бабочки, там пчелки, все, что угодно. А можно, например, бархатцы посадить там, где растут у вас, ну вот, допустим, кабачки или там тыквы? Можно. То есть они не будут опылять пчелки и то, шмели и да, будут прилетать. будут все опылять, и это очень практикуется у цветоводов, чтобы вот этот вот симбиоз. Это морковка. И она у вас уже прорежена. Когда вы прорежаете морковь, давайте снимем, вот здесь, посмотрите, какие плоды уже. Она уже созрела. Ого-го, ого-го. Посмотрите. урожай. Вот это да, вот это морковка так морковка, я понимаю. Посмотрите, какая ботва у нее. А говорят, ботва тоже полезная. Вы ее не используете в салаты там? Нет, ботву, морковки мы не используем. В общем, вот Да. такой вот урожай. Как добиться такого урожая? И когда вы ее после посадки, обычно наши якутяне высаживают морковку где-то в мае, да? Ну, морковку мы высаживаем, грядки чуть прогреются, грунт прогревается, то есть снег сходит полностью, грядки прогреваются. И мы высеваем, ну, где-то в мае, в начале мая, мы можем, майские праздники, мы можем уже сеять морковку. Конечно, очень хорошо сеять морковку, которая семена На ленточке. на ленте, да. То есть это очень удобно. Ее не нужно ни прореживать, просто земелькой, чуть-чуть углубил и земелькой присыпал. Все. И полив. Первое время для морковки очень важен полив. Теплая водичка. Чтобы она пошла в рост, чтобы она вообще проклюнулась, потому что семечки еще и в бумаге, они, естественно, заклеены, поэтому полив очень важен. Вот, и потом, конечно, вы смотрите за своим урожаем, там, взошли, не взошли. Если не взошли, можно досеять, можно доложить где-то, где у вас не получилось. Поэтому ничего сложного, в агротехнике ничего сложного с морковкой. И еще, вот некоторые огородники, ну, например, вот
как я. Я только недавно проредила свою морковь. Это вообще когда нужно ее прореживать? Ну, если не вашим методом на ленточке, а просто вот взять и высеять семена. В какое время? В июне или когда? Или когда они только-только проклюнулись, уже нужно озаботиться вот этим процессом? И какое расстояние должно быть между каждым, ну, в общем, плодом? Ну, 3-5 сантиметров должно быть между морковками, 3-5 сантиметров это достаточно. Ну, вы смотрите, допустим, вот выходят уже, не только проклюнулись, а уже когда вы видите, Настоящий что листочек? да, настоящий, уже вы видите, Вот так этот сказать, веер, да? попки, да, вот морковки вот выходят, да, вы смотрите, ей тесно или нет, можно выдернуть. Вот, например, вот смотрите, если я эту выдерну, да, ну и тоже хорошая уже морковка. Ну да. Да, и в принципе вот чуть-чуть приутрамбовали, все, она дальше будет расти и будет больше. Эту можно уже на сок То есть уже пустить плод, детям, он уже будет больше. Да, да, да. Плод будет побольше. Вот и все. Мгм. Это на салатике уже можно пускать запросто. Следующая Так. грядка у вас опять по тому же принципу, да? Все Да. построено, Цветы. высажено. Да, это лук, который зимует. Мгм. Это озимый лук. Вот я у родителей, у мамы на даче выкопала луковицы и посадила себе. Он замечательно пошел в рост. Это вот уже мы столько собрали на пирожки, в салаты. Ваш совет по выращиванию лука, он сидит у вас вот на этом месте прям вот всегда, каждое лето? Вы Нет, его никуда не вообще пересаживаете? все меняется. Каждый сезон все меняется. Морковка меняет грядку, лук меняет, земляник. Все растения меняют локацию абсолютно в огороде. Для чего это и почему это важно делать? Севооборот. Да, севооборот так называемый по-научному. Ну, чтобы растения не привыкали к одному месту, я не знаю, чтобы не заводились всякие неприятные живности. Вот. И, ну, так нам рекомендуют специалисты вообще, и как бы мы прислушиваемся, и поэтому вот самое главное, да, не садить на одно и то же место, надо менять. Мгм. Вот этот укроп, вот здесь у вас пусто уже, вы что-то сорвали здесь, да, уже? Укропчик, тут опять посеян укропчик, А. следующая партия. Понятно. Да. А когда вы примерно посеяли? Вот сейчас у нас начало августа, примерно когда вы посеяли, чтобы... Это недели 1,5 назад я посеяла. То есть они вот еще она даже не идет. проклюнулись? Нет, вот идет. А, уже идет. Да, да. Это скороспелый у вас укроп или там на Нет, сколько дней? обычный укроп, обычный. Ну, я так думаю, что вот еще у нас август, сентябрь еще бабье лето никто не отменял. Поэтому я так думаю, на салатик он все равно подымется. Мгм. Да. А этот укроп у вас уже растет именно, набрал такую силу, это уже для консервации, да, видимо, вы его? Я на салаты только рву. Сейчас мы как бы ничего не консервируем особо, потому что некому есть, никто не кушает. Много, да, Ну, а раньше вы остается. наверняка... Раньше, Да. да, с мамой мы, конечно... вот, Варвара Ивановна, да, она с мамой мы да, нас всегда консервировали угощала. Консервация очень вкусная. по-страшному, да. Грядка номер 3. Ею заинтересуются те, кто увлечен, любит, обожает выращивать землянику. Про грядку расскажем? Давайте про грядку. Вот, наверное, заметили, да, наши телезрители, что грядки высокие. Это делается в первую очередь для того, чтобы растениям, высаженным семенам, было тепло, она быстрее прогревается над землей. Если она не касается земли и грядка земли не соприкасается с основной землей, то тогда корни близлежащих деревьев никогда не проникнут в грядку и никогда не будут мешать росту посаженных вами растений. Это очень большой плюс. И, естественно, вот эти высокие грядки чисто физиологически для человека очень удобно стоять так, чем нагинаться каждый раз, вот, особенно для наших бабушек, дедушек. Естественно, это намного удобнее. Ну скажите, а ведь некоторые могут поспорить с вами, что все-таки, когда грядки на земле, они берут все питательные вещества именно из земли. Вот
как? Нет, Можно? они уже ничего оттуда не берут, нет. Это все надо удобрять. Сейчас вот культивируются растения и удобрения. То есть если есть растение, значит к нему обязательно есть удобрение. Сейчас нет такого, как раньше. Вы посадили, оно выросло само, ну вы просто поливали и забыли про него. Вот раньше было так. Можно было не удобрять. Вот я не знаю из своего детства, чтобы, ну и мои родители, чтобы они что-то удобряли. Все росло само. Сейчас нет. Сейчас вот наши агротехники придумали совершенно другую историю. Вы покупаете растение, и к нему надо обязательно удобрение, иначе ничего расти не будет толком. А как вы удобряете свою землянику? Тоже есть комплексные удобрения универсальные для ягодных. Берете любой микс, какой вашей по цене, по качеству, по производителю, какой вам нравится. Можете чередовать их, да, тоже раз в 10 дней, пожалуйста, под каждый корень, под каждый кустик вы удобряете, в ведре воды разбавляете, разводите. Обычно удобрение должно постоять час-два, и потом оно начинает уже работать. И поливаете вечером, полив только в вечернее время строго. Уже на увлажненную почву обязательно, ни в коем случае на сухую. Вот. И тогда растения вас порадуют вот плодами. Вот, пожалуйста, вот смотрите, видите, красненькие какие. Ой, как их много. Скажите, а как вы ее высаживали? Она же не усиками, да? Нет, нет, она безусая. Да. Она безусая, то есть это получается однолетнее растение, да? То есть Да. вы его посадили, Да. когда вы высаживаете саженцы? Ну, не саженцы, а вот На семена. семена это январь. Январь, Вы в начало январе? февраля, да. О. Земляника очень рано, она очень долго всходит, очень трудно всходит. У нее есть специальные там законы агротехники, это надо все читать, это надо все изучать. Просто так в землю кинуть и она вырастет у вас не получится. Поэтому, естественно, это надо, над земляничкой надо поработать, да, чтобы, потрудиться. да, получить Чтобы, вот такой чтобы вот урожай получился. Мгм. Да. А примерно сколько вы собираетесь вот со своей грядочки? Ну, каждый кустик сколько дает ягодок? Не каждый Литр? кустик, я могу сказать, вот ковшик 500 миллилитров каждый день с грядочки, да. И вы собираете. варенье какое-то, да? Или Нет, я замораживаете? обычно замораживаю, либо через блендер с другой какой-то ягодкой, с малинкой, вот сейчас малинка пошла, перекручиваю ягоды, делаю микс, ну, либо замораживаю, либо сразу едят как свежее варенье. Ну, как десерт, Да, да? десерт, ага. Прекрасно. И Оладушком. также у вас здесь высажены прямо в грунт или Да. в горшочке. Кстати, Нет. они у вас отделены ведь, да, от растения? Да, вот Посмотрите, обратите внимание, дорогие друзья, здесь бордюрчик, да? бордюрчик, да, Мгм. разделитель от основного растения. Сколько, ну, как бы сказать, ширина или как, Так, высота этого 15-20 бордюра? сантиметров. Высокий быть. надо, да, Высокий высокий бордюр, нужно. чтобы корни от этих растений не шли в основную грядку. Мгм. Они везде есть, вот в каждой грядке есть. То есть у такие вас здесь тоже бордюрчики. цинии посажены, да? Да, это цинии и бархатцы. Мгм. Следующий вот маленький горшочек, но это чисто такой вот декоративный, да, элемент. Это лобелия, да? Лобелия, да, но она уже А. так отцветает, вот Ага. лобелия. Ну и вот еще одна грядочка у нас, которая тоже смиксована. И цветы по краям, и внутри у нас. Да, зелень на салатике. Базилик это идет у нас и в салаты, и в мясо, то есть в любые блюда. Это вот очень любят ее народы Кавказа, да, вот этот базилик. Он очень пахучий, он прямо такой насыщенный, яркий вкус. Он сушится прекрасно, то есть засушивается и хранится в платяных мешочках всю зиму. Пожалуйста, вы можете шашлык мариновать, его добавлять, вы можете... То есть порошочком получается, он же Да, рассыпается. измельчаете, да. Сыр варите, тоже его можно добавлять, очень пахучий сыр получается. Везде. Петрушка замораживается прекрасно. А как вы ее замораживаете? Вот пакетики, зип-пакетики маленькие, у меня есть, я вам покажу. То есть вы их как Нарезаете, бы срезаете? Мелко срезаем, нарезаем ножичком. И можно вместе с укропчиком собранным
тоже с зеленью, ну, чтобы побольше было у вас как бы запахов, да, для вкусноты вкуса, для блюда. Вы все это нарезаете и в зип-пакетике прямо сортируете, и все, и в морозилку. Все, у вас всю зиму вы вытаскиваете, через 5 минут у вас свежая зелень. Здорово. Полезно, вкусно и пахнет вообще просто, как будто только что с грядки. Прекрасно, Да. замечательно. Ну и та грядка тоже, это салат у вас, да? Редиска, салат, Редиска. да, и Мгм. базилик уже зеленый там. А скажите, как вы яйцом. базилик срезаете? Вот если вы срезали, он уже не будет расти или боковые Растет, побеги будут растет, да, давать? он дает вот прекрасно боковые побеги, вот они, М. и он А дальше. то некоторые просто вот выщипывают вот здесь, вот Да, боятся. да, некоторые Допустим, точку щипают. точка роста живот она, да, в центре? Или как она называется, вот точка роста? Точка роста идет от каждого, как сказать, перекресточка, да, это вот, где да. начинаются боковые Да, побеги. да, Всё да, понятно. да. То есть вы срезаете, и он дальше То есть не идет. страшно, если верхушечку мы срежем, то Да, есть это да. не И столь- дальше вы собираете Мгм. свежий салатик. А высушиваете как? Это где-то прохладное место какое-то темное, да? Да, желательно. Я беру ватман, не на газету. На газете, потому что там Ну, много конечно, вредных. там очень да. много вредного. Да. Ватман берете простой, и на ватман я базилик не режу, потому что он сразу вот все пахучие вещества из него как бы он теряется, и поэтому сразу вот Листиками, да? листиками я сушу, да, на ватмане. Сушится он дольше, чем другая зелень, чем петрушка, чем укроп. Ну и надо обязательно проверять по консистенции. Если он начинает мелко-мелко крошиться, значит он уже готов к дальнейшему к упаковке в платяной мешочек. Хранить только в платяном мешочке. Ни в коем случае не в целлофановом. Олеся, но очень многое вы почерпнули, конечно же, из советов вашей мамы Варвары Ивановны. Это известный в республике садовод-огородник. И она помогла своими замечательными советами огромному количеству тех людей, которые любят дачу, любят заниматься посадками. К сожалению, 2 года назад ее не стало. У мамы вышла книга, она написала, все очень благодарны, наши дачники, очень много положительных отзывов. Она в продаже до сих пор, то есть люди до сих пор могут ее в свободной продаже купить. Советы Балбары. В этой книге подробно изложены только самые распространенные, самые необходимые овощные культуры, цветочные культуры. Нету никакой экзотики абсолютно, да, чем она очень привлекательна. И как за ними ухаживать? Как за ними, да, как за этими растениями ухаживать. Книжка очень нужная и полезная для жителей нашей республики, я считаю. Ну, а мы, дорогие друзья, я хочу добавить, что Варвара Ивановна очень долго была у нас экспертом в области огородного хозяйства. Да? Она была экспертом у нас на телеканале. Здравствуйте, мои садоводы-огородники. Сегодня я вам хочу рассказать, как сажать перцы. На сегодня это очень актуальная тема, но прежде всего я хочу сказать, что перцы нужно сажать не раньше 23 февраля. Это самые приемлемые сроки для нашего климата. Мы ее очень любим, уважаем, помним. И вот Олеся продолжает дело своей мамы. Да, я Это хочу, очень чтобы здорово. мама радовалась. И в завершение нашей программы на десерт, конечно же, вот эта вот красота. Самая красота, да. В прошлом году я вот решила посадить вообще в эту грядку только цветы. Тут раньше земляника сидела и что-то еще. Но так как это зона отдыха, мы вот решили с семьей сделать тут зону отдыха, бассейн, столик, вот где можно отдохнуть. И когда садишься и в бассейне вообще, тут вот сразу цветы. Это очень вот
Радует глаз. радует глаз, да, радует душу. И вот в прошлом... Действительно отдыхаешь. Да, очень красиво. Я считаю, что это очень красиво. Как вы... Да, это очень красиво, шикарно. Они просто, вот знаете, это тоже сорта какие. Вы, в общем, отдельно посадили, да? Ну, Да, тут кустиками. 5 или 6 корешков всего. То есть на один ряд 5-6 корешков, да? Нет, всего вот их вот, ну, можно посчитать, вот раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 штучек, 6 корней всего. Всего Она 6 в грядке корней. чувствует себя просто изумительно, петунья. Вот она разрастается просто сумасшедшим образом. Вот это, да, всего да. 5-6 кустиков, представляете, Да, на грядку. корней, И да. вот такая красота у Да. нас И выросла. можно, да, и можно вот любоваться все лето. Она прекрасна. Полив, обязательно полив. Она очень любит Ежедневный полив? ежедневный. Да. Ежедневный. И не забываем, что раз в 10 дней петунью нужно Да, подкормить. удобрять, Под, да. под каждые 6 кустиков нужно пролить по ковшику какого-либо Да, удобрения. Да, для цветочного удобрения любого. Алися, огромное спасибо вам за вашу замечательную экскурсию по прекрасному саду-огороду. Но я думаю, что те советы, которые услышали сегодня мы от вас, будут полезны многим и многим огородникам. Дорогие друзья, ну что, будем пробовать?